16-й лыжный фестиваль «Олимпиада», который прошел в Финно-Угорском этнопарке в минувшую субботу, собрал 165 участников. Первенство и чемпионат Республики Коми по национальному виду спорта гонкам на охотничьих лыжах с каждым годом становится все масштабнее и зрелищнее. Фестиваль вырос из небольшого народного праздника, который проводился в селе Большелуг, где трассы прокладывали прямо по центру села. Соревнования республиканского масштаба. Мой коллега Илья Зубов увидел, как в этом году прошли традиционные лыжные коми-состязания. На республиканский фестиваль «Олимпиада» в село Иб Сыктывдинского района приехали спортсмены из 11 муниципалитетов Коми. Впервые в таком формате на лыжне в Финно-Угорском этнокультурном парке выстроились сразу 165 участников. На полсотни больше, чем годом ранее. Самому юному лыжнику нет и 3 лет, самому старшему 75. Именно малышу организаторы и доверили поднять флаг Коми. Флаг России поднимала известная лыжница Виктория Милина. Организация была очень такая сложная, кропотливая. Вот вы сами сегодня услышали, что количество участников в разы возросло. В этом году 165 участников, самому юному 3 года, ну и по возрасту все выше и выше. Принимают участие со многих муниципалитетов. И действительно, Олимпиада-то ведь стала брендовым таким праздником, которые знают и любят в республике, и не только в республике. И мы даем по национальным видам спорта большой пример и арктическим регионам. Это уже 16-й старт в истории фестиваля. И уже во 2-й раз они проходят в Финно-Угорском этнопарке в селе Иб. Участники все как на подбор. В национальных костюмах, у каждого в руках лямпы или лызи, а вместо традиционных лыжных палок – койбить. Длинная, заостренная снизу деревянная палка. Гонки на охотничьих лыжах, на лямпах, на лысях. Они в плюсе. Они не просто этничны, они в плюсе. Они тебя действительно больше знакомят с той историей, с тем прошлым, которое было. Ведь называют охотничьи лыжи. А на самом деле, да, они охотничьи, но в сельской местности население раньше, оно использовало как просто способ передвижения. Лямпы – это традиционные коми-лыжи. От обычных они отличаются гораздо большей шириной. Помогают охотникам пробираться по снежной целине и не тонуть в сугробах. Участникам же на фестивале предстояло в них преодолеть немалую дистанцию. Детям 500 метров, женщинам километр, мужчинам в 2 раза больше, причем на скорость. В итоге лучшим в чемпионате среди мужчин оказался Сергей Зюзев из Подъельска. Среди женщин самой быстрой оказалась Татьяна Никулина из Большелуга. Тяжело далась целина, потому что там пробежали впереди нас мужики, утоптали. С одной стороны, вроде бы просто, но ноги там больше устают. Я сейчас участвовала в 1-м и 2-м этапе кубки в гонках на охотничьих лыжах и лямпах. И у меня как бы контрольные тренировки были, подводящие к Олимпиаде. Ну, лямпы тяжелые по весу, и техника немножко другая. А лыжи, на них можно очень быстро кататься, чем на лямпах. В перерывах и пока на трассе кипели страсти, зрители могли и сами опробовать свои силы. Для них организаторы подготовили разнообразную программу от метания копья и стрельбы из лука до катания на ватрушках и мастер-классов от ремесленников. Вот так вот. А вот у Тани все хорошо. Таня мерит потихонечку. Илья Зубов, Павел Люлянмин, телеканал «Юрган».